Душанбе – это, наверное, единственный город на бывшем постсоветском пространстве, где была столько, и до сих пор сохранилась столько мозаик. В 70-80-е годы в Душанбе было больше 60 мозаик. Много работ пропало, это маленькие работы, большие работы пропали, к сожалению, в последнее время. И нужно отметить, что за последние 2 года снесли 5 очень важных работ. Это детский парк Константина Фёдориги, это 3 работы Ханина, 2 работы на повороте аэропорта, 1 работа на пединституте, а также Кохи Таджикистан, грандиозная, очень такая лиричная, романтичная работа Хабибуллаева. Почему нужно сохранить таджикские мозаики? Мне кажется, что это риторический вопрос. Их, конечно, надо сохранить, потому что это изюминка города. И в других городах бывшего Советского Союза существуют уже даже такие туристические экскурсии по мозаикам. Это очень распространено в Бишкеке, в Алмате. И мне кажется, что нельзя, чтобы мы отставали в Душанбе. Чем отличаются таджикские мозаики от других мозаик в бывшем Советском Союзе? Это то, что они, наверное, менее плакатные, менее идеологические, а там у нас больше вот такой восточной пластики, они более такие лиричные. На мой взгляд, одна из самых лучших мозаичных картин из камня на фасаде. Ну, сейчас это называется телевидение Софина здание, а тогда это была Государственная филармония. И называется она Шашмаком, принадлежит Асрору Аминджанову, который считается отцом каменной мозаики в Таджикистане. И здесь настолько переплетены все эмоции, и настолько живо передается музыка, танец, вот эта экспрессия, даже фоновый рисунок, на котором изображены танцовщицы, музыканты, даже он не просто фон, это вот вихрь музыки. Думаю, что по праву можно называть это шедевром мозаичного искусства.